проповедь называется «Се раба Господня». «Се раба Господня». Да, такая мы такие входим, да, потихонечку в такой в отрезок времени, когда начинаются праздники большие. Сейчас Рождество скоро будет уже, да, так время пролетело. Потом Пасха будет, потом Пятидесятница. Такое довольно-таки хорошее время. А время всегда хорошее, но тут такие яркие события нас ожидают впереди. Вот. И первое такое, знаете, событие, главное, наверное, событие все-таки, да, важное, это Рождество, которое будет, кто-то 25-го празднует, да, кто-то 7-го, да, а я праздную 2 раза в год, поэтому это здорово. И мы начнем потихонечку, наверное, об этом говорить. Я сегодня буду говорить о Марии, которая родила Иисуса. Не в том контексте, имею в виду, в богословском, а имею в виду о Марии, какая она была, что это за человек такой, да, которого избрал Бог. Ведь, знаете, читая Библию, мы видим в этом сборнике божественных слов, мы видим много людей, которых избрал Бог. Обычных людей, они такие же были, как мы, но только жили в разные другие времена, но их Бог избирает по какому-то принципу, по каким-то причинам. Он приходит к ним и избирает этих людей для каких-то больших своих великих целей, да? Будь то Моисей, будь то Мария, будь то апостол Павел, будь то 12 апостолов, мы видим пророка Илию, пророка Елисея, и мы понимаем, что эти люди были избраны по каким-то таким невидимым для нас причинам, да? Ведь и на самом деле, смотря на этих людей, пытаясь вчитываться в тексты, ты как будто бы и не видишь, да, таких явных отличий между им и тобой, да, например. Но почему-то как-то Бог их особенным образом использует. Почему это происходило? И я сегодня попробую раскрыть эту тему, постараюсь, по крайней мере, о Марии, потом мы немножко будем говорить сегодня об апостоле Павле. Давайте откроем книгу Евангелия от Луки, 1 главу. Евангелие от Луки, 1 глава, 26 стих. Евангелие от Луки, 1 глава, 26 стих. По 37. Почитаем с вами. В 6-й же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова, имя же деве Мария. Ангел, выйдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в чреве, родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемая святое наречется Сыном Божьим. Вот и Елизавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей. И ей уже 6-й месяц, ибо у Бога не останется бессильным ни какое слово». И 38 еще стих. «Тогда Мария сказала: „Се раба Господня, да будет мне по слову твоему“, и отошел от нее ангел». Аминь. Такая на самом деле интересная история. Что мы видим в этой истории необычного для нас?
церковь. Что вот необычного в этой истории? Вообще все, да? И такой вопрос, а почему Мария? Разве не было других непорочных девушек в то время? Были ведь? Наверняка были, да ведь? Закон, да, Моисеев, он такой, он строгий закон, да, довольно-таки в плане вот исполнения, да, то есть и еврейское государство, еврейский народ, они были таким, знаете, у них не светское государство было, у них главенствовал закон на самом деле, и они соблюдали закон этот. И я думаю, что вокруг Марии было много разных хороших, непорочных, молодых девушек. Так ведь? Или нет? Или она была единственная в Израиле такая особенная? Вот смотря вот на нас, взять вот общину нашу, ведь у нас все такие прям, да, как на подбор, братья такие прям вот, да, молодцы, сестры такие молодцы, ведь все хорошие, да? Или нет? Да. И там тоже были, на самом деле, много женщин, много молодых женщин, которые, на наш взгляд, знаете, как бы, наверное, были бы достойны, да, такой чести. Да? Родословная. Но она не единственная была из рода Давидова. У них была большая семья, огромная. Да ведь? И смотря на Марию, то есть, да, пытаешься сравнить ее, как бы вот, про других не написано, но я как бы пытаюсь всегда посмотреть на тех людей, которые жили вокруг нее, с которыми она общалась, и я понимаю, что вот внешне они, наверное, не отличались. Я имею в виду не лицом, а вот поведением, почтением Бога, да, отношением к Слову Божьему. Многие были такие, как она. Многие блюли закон, многие были такие замечательные, наверное, женщины. Но Бог, Он приходит к Марии, Он избирает этого человека по каким-то причинам для Него, да, для Него открытым причинам. Ведь знаете, мы часто с вами смотрим на людей своим взглядом. Помните, когда Бог избрал Саула, Он первый раз, с первого царя, Он избрал каким образом? Кто помнит этот момент? Написано в Библии, что он был выше всех, он был красив, да, такой, он был статный, он был действительно отличен от других. Второй царь, который был у Израиля, был Давид. Он был маленького роста, небольшой, то есть он был молодой. Не маленького роста, он был молодой, он вообще где-то находился в полях, то есть был незаметный, был спокойный, простой юноша, да, то есть, но Бог его избирает по каким-то ему ведомым причинам. И тут приходит Бог к Марии через ангела и говорит ей то, что Он ей приготовил. Удивительная такая история для меня. Смотрите, что происходит, да, в этом моменте, да, то есть интересно такая. Бог ей говорит: вот ты зачнешь и родишь сына. Он будет святой, да, то есть она говорит: а как? Я же ведь, говорит, непорочная. Я же ведь мужа не знала еще. Каким образом это произойдет? Чудо какое-то, да, должно произойти для того, чтобы я родила. Он говорит: у Бога нет ничего невозможного. Бог, говорит, может совершить любое действие в твоей жизни, которое ты не понимаешь. Она принимает это слово и говорит очень важные, на мой взгляд, слова. И она говорит: «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему, и отошел от нее ангел». В новом переводе это звучит так: «Я служанка Господа, я слуга». Я служанка Господа, и я принимаю то, что ты мне сегодня говоришь. Я думаю, что вот это самая важная черта, которая отличала ее от многих женщин, живущих с ней рядом в то время. Она приняла вот это вот слово и говорит: «Я се раба Господня, я раб Божий. Да будет мне по слову твоему». Знаете, это, наверное, очень важно для нашей христианской жизни, потому что Бог сегодня в нашей жизни и продолжает, да, учить, искать людей, которые могут отозваться на Его призыв.
Ведь это очень важно. Отзываться на его призыв. Ведь если сегодня посмотреть, да, вот, немножечко по-другому на эту историю, ко мне приходит Бог и говорит такие вещи, и я как бы такой, знаете, а как можно зачать без мужчины? И у меня начинается логический ход мыслей. Знаете, когда мы входим в какое-то служение, начинаем что-то делать, у нас всегда логика включается в первую очередь или нет? Или мы всегда доверяем Богу? Друзья. Логика ключа. А как я это буду делать? А как я это буду делать? Я помню, когда-то давно мы разговаривали с одним братом, он уже на небесах, и такой был момент, когда их отправили, даже не отправили, они попали на библейскую школу учиться в Царицыно, в РосХВЕ. Прямо там вот в центральной церкви проходила библейская школа, рядом был дом на территории, они там жили, то есть, прямо так вот Москва, почти центр центра, да, почти. Вот. И прямо такие они радостные. И я разговариваю с одним братом, я говорю, слушай, как вообще ты вот видишь вот это все свое будущее, вот как ты видишь, что ты вот попал сюда? Он такой говорит, это от Господа. Это 100% говорит от Господа. Я думаю, а почему ты так думаешь, что, представляешь, это Москва, это центр России, и нас, таких как бы бывших, да, зависимых людей, нас приглашают с какого-то репцентра, да, с глубинки Республики Коми нас туда, и мы учимся в этом заведении, и это просто от Господа. Я говорю, а потом, говорю, дальше, что ты думаешь делать вообще? Какие твои планы? Как ты вот видишь дальнейшую свою жизнь? Я, говорит, поеду дальше как бы на юг, говорит, служить. Я говорю, ты думаешь, это от Господа? Это 100% говорит, от Господа. Юг, там тепло, там много людей, которые нуждаются в спасении. Поймите, я сейчас не говорю, что на юг плохо уезжать. Нет, я немножко другую хочу мысль, чтобы вы уловили другую мысль. Я такой, да, круто. И когда я с ним разговаривал, в этот момент я находился за полярным кругом, в Воркуте. Зимой, было очень холодно. Я так поговорил с ним, думаю, вот это круто от Господа, конечно. И сел такой, думаю, интересно, а то, что я здесь нахожусь от Господа, это или нет? Да, интересно. Вот я тут мерзну. У меня еще, я помню, такая машина была, 9-ка первая. Помните ее? Мирослав, помнишь 9-ку? И Олегу-то, которую мы потом благословили. И она такая была холодная, что когда на улице было 50 градусов, я застал такие морозы, там 50 был, по-моему, или 41 раз. И у меня была машины такие не заводятся в такой мороз. У меня розетка была с окна с 4-го этажа скинута, и у меня в блок был кипятильник. То есть моя машина заводилась в любой вообще мороз. Она, мне кажется, завелась бы в 100 градусов минус. И я, когда выходил утром, туман от мороза, и смотрел, все машины стоят, а у меня... И самое, что интересно, было в ней так холодно. Помнишь, Маш? И одно окошко такое, круглое окошко такое, для глаз у меня такое отмерзало. И я вот так вот ездил по Воркуте и был такой счастливый на самом деле. Ну и когда брат мне рассказывает, эту историю про Москву, я думаю, а может быть я вообще здесь не от Господа нахожусь, знаете? И смотря на обстоятельства, которые меня окружают, это удивительные были вещи. И потом прошел какой-то момент, и я понял, что на самом деле Бог, мы разные люди, и нас Бог по-разному ведет. И Бог, Он нас ведет в разные места, по-разному используя, соответственно, нашим дарам. И тут то же самое, вы знаете, приходит ангел Господень, приходит к Марии. Мария занимается своими делами, готовится к свадьбе, наверное, да, у нее впереди хорошее будущее, муж праведный, да, Иосиф, такая вроде, в принципе, хорошая перспектива. И тут приходит ангел и рушит все ее планы. Ведь это так бывает, когда приходит Бог, когда Бог какие-то вещи предлагает тебе через людей, да, через слово, твои планы, которые есть на твою жизнь, они как бы рушатся, они немножко начинают меняться, и ты как бы стоишь перед выбором, а может быть на самом деле мне это не надо или мне это надо, ты думаешь, или все сразу отзываются, да будет по слову твоему, все раб Господень, все раба Господня. Нет, мы начинаем с вами думать, я, по крайней мере, думаю. Я начинаю взвешивать. Я думаю, что каждый из нас начинает взвешивать то, что произойдет. Ведь рождение ребенка – это одно, но рождение ребенка от Духа Святого – это совершенно другое совсем вообще действие. Да? Как это может произойти вообще?
я забеременею. И тут ее природа включается, наверняка. Она понимает, что она родит не от мужа. Какие-то могут быть проблемы. Или она об этом не думала? Я думаю, что были какие-то мысли, ведь она была религиозно грамотным человеком, да, то есть, и она говорит, он ей говорит, зачнешь, родишь от Духа Святого. А как же Иосиф отреагирует на всю эту историю, на всю эту ситуацию? Тоже, да, совсем, не совсем понятно. Но, слушая Бога, ангела, вернее, она принимает эту вещь. Она принимает вещь и говорит, «Се раба Господня, да будет по слову Твоему». И потом мы видим, как история дальше развивается. История развивается очень таким интересным образом. Она что делает? Она действительно, Дух Святой производит работу, как говорит ангел, и она зачинает непорочное зачатие, и рождается кто? Иисус. Поактивнее, друзья, поактивнее. Рождается Иисус, верно? Рождается Иисус, который спас нас, да, всех. Такое очень серьезное произошло действие. Она родила. Вот знаете, вот по этой вере, то есть она же могла отказаться наверняка, или нет? Был выбор у человека? Я думаю, что у нее был выбор. У нас всегда, у всех есть выбор. Сказать «да», либо «нет». Сказать «да», либо «нет». Приходит тебе и предлагает, да, Господь, как приходит Бог и предлагает нам что-либо делать? Бог приходит через людей, через слово, ты чувствуешь, да, какие-то вещи, которые тебя побуждают делать, да, то есть и также есть еще чувствование определенное, да, чувство навыкам приучено, и ты чувствуешь, что тебе Бог говорит, и ты от этого не можешь как бы отделаться. Знаете, бывают такие моменты, когда тебе Бог что-то внутри показывает, и ты как бы не можешь от этого отделаться, это тебя преследует день, второй, третий, четвертый год, третий год, пятый год, и ты понимаешь, что все-таки это говорит тебе Бог, да, внутри твоего сердца, и ты всегда на этот призыв можешь сказать либо да, либо нет. И Мария, она соглашается с тем, что говорит ей ангел, и рождается Иисус. Происходит рождение, плод приходит, да, твоему, да. Апостол Павел, когда был еще не христианином, он был иудеем из иудеев, он был таким ревностным служителем закона, он был человеком действительно в своем иудаизме, он был один из первых, он один был из знаменитейших людей, то есть, да, он гнал христиан, и в его жизни происходит встреча с Богом, когда он идет с письмами в Дамаск, да, к первосвященникам, для того, чтобы они как бы дали ему добро их арестовывать, да, то есть казнить этих христиан. И Павел, он идет по пути и встречается со Христом. И эта встреча со Христом, она меняет его жизнь. И что он важное говорит в этот момент, друзья? Кто помнит, что он сказал в момент встречи со Христом? Кто ты, Господи? Он ему говорит сначала, кто ты, Господи? А так еще что еще говорит? Что повелишь мне? Что повелишь мне делать? Сразу, да, как бы встреча со Христом, встреча с Господом, она его побуждает задать ему вопрос, а что, Бог, мне надо делать? Вот сразу же, вот моментально. Он не задает ему других вопросов, он не задает ему никаких других моментов. Там. Он говорит, кто ты, Господи? Он сначала говорит, кто ты, Господи? И что велишь мне делать? Вот эта встреча была у него такая, знаете, меняющая его жизнь. Мария встретилась с Богом, с ангелом. Это ее жизнь изменило. Павел встретился
с Богом, и это его жизнь изменило. Моисей встретился с Богом, это изменило его жизнь. Они все разговаривают с Богом, каким-то образом что-то говорят ему, задают вопросы, но это меняет их жизнь. Друзья, встреча Павла с Богом, встреча Марии с ангелом изменила их жизнь. И Бог, когда пришел к ним, он был наверняка, знал, что эти люди, они отзовутся. Эти люди, они примут этот призыв, и эти люди, они скажут «да». Знаете, сегодня в нашей жизни наверняка важно понять одну вещь. Се раб Господень. Что такое вообще раб, друзья? Что такое раб Божий? Никто никогда не размышлял над этим, над этим выражением. Павел пишет, называя себя «я раб» Иисуса Христа. Яков называет себя рабом. Иуда называет себя рабом в послании в 1 стихе. И все, начиная послания свои в 1 стихе, они обозначают себя как рабы. Никто не размышлял об этом словом. Что такое раб? Кто такой раб Божий? Что он вообще подразумевает под тем, когда называет себя «я раб Божий»? Кто-то из нас может ли назвать себя рабом Господним? Я могу ли себя назвать рабом Господним, друзья? Что это такое вообще? Что за сущность этого слова? Какая природа этого слова? Что оно несет в мою жизнь, когда я себя называю рабом Господним, друзья? Кто-то есть над ним. Господин. Он повелевает ему, и тот послушен своему господину. Знаете, что самое интересное? Много фильмов о рабах, чернокожих рабах, фильмов, экранизированных, да, и там иногда смотришь, когда то есть этих людей, их привозили откуда-то и брали в рабство насильно, да, то есть ими овладевали, их привозили, их били, их заставляли, и смотришь, их жизни, они проходили в рабстве всю жизнь, да, то есть это было насильное подавление воли. Но когда я смотрю Писание, когда я обращаю внимание на этих людей, которые говорят, что я раб Господень, они себя сами делали узниками. Как Павел пишет, я соделался узником. Я в узы себя заключил сам. Для чего? Для того, чтобы покорять вере народы. И знаете, интересный момент, да, раб Господень. Я размышляю очень часто иногда, а раб ли я Господень? Есть ли во мне эта сущность раба Божьего? Что она вообще означает для меня? Что Слово для меня сегодня означает? Берет ли оно в плен меня, Слово Божие? Либо я либо я временами, иногда, может быть, всегда я пытаюсь диктовать свое условие Богу, когда приходит Бог и говорит, ты нужен мне, ты надобен мне, Господу. Ты надобен мне сегодня для того-то дела, ты надобен мне для этого дела, ты надобен мне для того дела. Как мы реагируем сегодня на эти призывы с вами, друзья? Это очень важно на самом деле. Очень важно сегодня понять, что для себя является раб Господень. Мария верила в себя ему, несмотря на невозможность той ситуации. Мария себя верила на невозможность ситуации. Знаете, мы сегодня думаем иногда, что наше служение, наше движение христианское должно быть так. Но Бог может прийти в любой момент и изменить твой взгляд на жизнь, изменить твой взгляд на служение, изменить твою жизнь полностью. Как мы сегодня с вами вообще готовы это сделать? Друзья, раб Господень. На мой взгляд, раб Господень – это тот человек, который посвящает свою жизнь Богу полностью. Раб Господень – это тот человек, который, как Мария, недолго раздумывает о том, идти ему или не идти, делать ему или не делать, служить ему или не служить, откликаться мне или не откликаться, прощать мне или не прощать, любить мне или не любить. Я думаю, у раба Господня нет выборов никаких, да, по большому счету. Он подчинен Слову Божьему. Мария, когда подчинила себя этому Слову, которое пришло с небес, она дала возможность таким образом действовать благодати через нее. Благодатная. То есть благодать пришла на ее жизнь. Благодать на рождение. Вы знаете, я убежден, что для каждого из нас есть благодать.
на служение. Павел служением называет, свое служение называет благодатью. Мария тоже, мы читаем в этих строках, в этих текстах, что это благодать на рождение Иисуса Христа. То есть, знаете, порой бывают какие-то непонятные моменты для нас. Мы откликаемся на это как на что-то нехорошее, но это благодать Божья. Знаете, есть благодать на спасение. Есть благодать на спасение? А есть благодать на служение, о которой говорит Писание. Это благодать. Павел говорит, называет свое служение благодатью. Мария, рождение ребенка – это благодать. Это благодать, которую Бог производит через нее для того, чтобы родился Иисус. Друзья, я убежден, когда мы с вами откликаемся на такие призывы, откликаемся на служение Богу, происходит рождение определенного плода. Я убежден, что без отклика, без подчинения Слову Божьему не будет ничего большого в твоей жизни. Я убежден в этом. Потому что, знаете, когда мы сегодня думаем, идти или не идти, я знаю многих людей, которые куда-то переезжали, и ты смотришь, да, их служение, как Бог их использует, я вижу, я говорю, вау, класс, как так может быть? И когда разговариваешь с этими людьми, ты слышишь такие как бы свидетельства, говорят, мы просто в свое время однажды приняли то, что нам говорит Бог через людей, и мы пошли. Мы были послушными Богу. И Бог через нас совершает очень большую работу. Апостол Павел был великим апостолом. Он был великим апостолом, и он открыл много церквей. Через него Бог спас огромное количество людей. Для того, чтобы дальше распространялось христианство, он сказал «да» тогда, и родился большой плод, друзья. Мария сказала «да». И Моисей, сомневаясь, говоря, кто я такой, но он сказал «да», он пошел. Он сомневался, он говорил, кто я такой, что я вообще не умею говорить, я такой прямо неуверенный в себе человек, но он сказал «да» и пошел. Он пошел, и Бог через него вывел народ из египетского рабства. Друзья, давайте зачитаем еще один текст. Послание к Ефесянам, 3 глава, с 1 по 7 стих. Послание к Ефесянам, 3 глава, с 1 по 7 стих. «Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников. Как вы слышали о домостроительстве благодати Божьей, данной мне для вас, потому что мне открыто через откровение возвещена тайна. О чем я выше и писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как и ныне, открыто святым апостолом его и пророком, Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару чего? Благодати Божией, данной мне действием силы Его». И Павел пишет, что я сделался узником Иисуса Христа. Ради чего? Ради язычников. Для того, чтобы язычники спаслись. Мария сделалась узником Бога. Она сказала: «Се раба Господня». Для чего? Для того, чтобы родился Христос, и Христос стал с кем? Спасителем. Спасителем человечества. Вы знаете, мы порой, бывает, недооцениваем себя. Мы смотрим на себя вот в такой парадигме, что я вот посижу, я вот так чуть-чуть тут рядышком побуду, где-то сбоку постою, где-то что-то поделаю, да, если надо будет, помогу, поддержу. Как вы думаете, правильно это взгляд на себя или нет? Правильный это взгляд на себя или нет? Нина Егоровна, скажите, правильный это взгляд на себя? Я знаю о вашем служении много. Я слышал о вашем служении много в Визинге уже.
И вы знаете, я благодарю Бога за вас. Что там происходит сегодня, это благодаря тому, что вы делали. Я просто, я сейчас не вас хвалю. Я сейчас хвалю то, что вы делали, вот, ваша открытость. Ну, я не как человек хвалю, да, чтобы не превознестись вам, да, а я к тому, что вы делали. Я просто когда сегодня, вот я говорю сегодня, я общаюсь с людьми, узнавая о церкви Визинге, да, то есть узнавая о тех людях, которые там служат, узнавая их истории, да, их истории служения с вами, да, то есть я понимаю такие вещи очень, уникальные просто. Не каждый человек вообще может делать то, что делали вы в свое время. Вы знаете, когда мы видим неудачи какие-то, что-то не уверены в себе, мы отступаем с вами, да, то есть я отступаю, боясь ошибиться. Но я вижу примеры. Можно я вас немножко сегодня пример, да, ваш просто возьму? Не смущайтесь, Нина Егоровна. Это благодать Божия, которая была через вас высвобождена на служение тому месту. Это действительно, это сильно. И я вижу, когда разговариваю, знаете, просто как пример, для меня такой живой пример, действенный, и который мы знаем все. Вы знаете, я разговариваю с сестрами, некоторые сестры прекращали ходить в церковь, они обижались на людей, они обижались на ситуации. И вы знаете, служитель, пастор приходил день за днем, месяц за месяцем, достигая людей, достигая, да, то есть сердца, располагаясь, каким-то образом вытаскивая человека из обиды и так далее. И знаете, я вижу плод сегодняшний. Сегодня плод вижу вашего труда. И я убежден, что вот тогда, когда вы откликнулись когда-то давным-давно на это служение, эта благодать, которая действовала через вас, это принесло большой плод. Огромный плод сегодня для того места, для тех людей, для тех семей. Я убежден в этом. И знаете, и я убежден также в каждом из вас. Потому что нету неодаренных людей, нету людей, которые не способны. Я не верю в ту церковь, которая не одарована Богом. У каждого есть благодать на служение свое. Я убежден, у каждого есть определенное предопределение, то есть план у Бога на каждого есть. Или нет, брат Юрий? Но очень часто мы это не распаковываем вместе с вами. Да? Это остается лежать в коробочке с бантиком. Вот это благодать на служение. Это то, что иногда не пользуется спросом у нас. Я убежден, что когда мы говорим с вами Богу «Се раб Господень», от этого происходит большое действие. Через это рождается большой плод. У Марии Христос, у Павла спасенные люди, церкви. Через него открылось слово в Европу, через его служение. Что через тебя Бог может делать? Что для тебя Он сегодня приготовил? Когда-либо ты думал об этом? Знаете, почему об этом сегодня я говорю? Почему об этом я сегодня, мое сердце часто размышляет о том, как вообще, почему, что должно происходить в церкви, для чего Бог нас сегодня призывает, для чего Бог нас сегодня спасает. Я об этом размышляю постоянно, я об этом размышляю периодически, думая, а что Бог ты для меня приготовил, как ты меня будешь вести. И ты знаешь, друг мой, и я убеждаюсь, что самое важное для нас – это откликнуться Его призыву. Аминь, церковь. Я сегодня коротко буду говорить. Я сегодня буду уже заканчивать. Но я хочу тебе, друг мой, сказать, что очень важно быть готовым. Аминь, друзья? Или не аминь? Давайте помолимся.
Дорогой Бог, мы благодарим Тебя и славим имя Твое. Я молюсь о том, чтобы Ты, Бог, нас вел своим путем, благословлял, Господь, Словом Твоим и наполнял нас своей любовью. Я прошу Тебя, Боже, чтобы каждое сердце, оно было способно сказать Тебе: да, Бог, я раб Твой, да будет мне по слову Твоему. Что Ты мне говоришь сегодня, что Ты хочешь от меня, пусть будет так. Порой бывает, мы не верим тому, что Ты говоришь, мы не верим в Себя, Бог, мы не верим в то, что Ты способен через нас, именно через меня что-то сделать в этой жизни, в Твоей церкви, Боже. Но, Бог, Ты имеешь на каждого намерение. Я убежден, Бог, что каждый из нас, он способен совершать большие дела, большие служения, Бог. Я молюсь о том, чтобы, Господь, Слово Твое, оно особенным образом проникало в наши сердца и давало нам веру в какие-то вещи невероятные, потому что, как правило, Бог, Ты творишь через нас невероятные вещи именно в служении, достигая людей, Боже. Пусть эти невероятные ситуации, чудесные ситуации, как та была с Марией, когда Ты пришел к ней и сказал, что Ты зачнешь в чреве от Духа Святого, ведь это невозможно, на наш взгляд, это невозможно даже в это поверить каким-то образом, но Ты сделал так, потому что Слово Твое, оно неизменно, и Слово Твое совершает разные чудеса, которые нам нужны для того, чтобы двигаться вперед, Бог. Я прошу во имя Иисуса, чтобы наши сердца, они были способны принимать вот эти невероятные предложения, которые звучат иногда к нам, Боже. Невероятные какие-то вещи, Боже, чтобы мы могли верить в эти моменты, Боже, во имя Иисуса Христа. Я прошу Тебя, чтобы наша логика, она не закрывала, Боже, какие-то, Боже, Твои действия, чтобы наша логика, она не стояла такой стеной, через которую не пробьешься. Я прошу Тебя, Боже, чтобы наша вера, Боже, она двигала нас, Боже, чтобы Слово Твое двигало нас, Отец Небесный, во имя Иисуса Христа. Благослови, Боже, каждого из нас, Отец Небесный, и скажи, Господь, каждому в сердце свое, что Ты хочешь от нас, Отец. Аминь. Благодарю. Все раб Господень, да будет по слову своему, да? Аминь. Все раб Господень.